Эфир нашего телеканала продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Фильм «Сердце солдата» режиссера Руслана Тараховского выйдет в прокат 29 апреля во всех кинотеатрах республики. Это фильм о поэте-фронтовике Тимофее Сметанине. Основан на факте его биографии и стихах. И сегодня мы поговорим с режиссером этого фильма. Он гость нашей студии. Руслан Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему было принято решение экранизировать именно биографию Сметанина? Как ваша жизнь, ваше творчество с ней связаны? Этот фильм был снят по заказу Кобяйского улуса, а генеральный продюсер этого фильма сам родом из Кобяйского улуса, село Тея, это родное село Тимофея Сметанина. И он увлекся этой идеей, Дмитрий Татаринов. И как режиссер мне предложил, давай снимем этот фильм. Тем более Кобяйский улусом я поговорил, и там они будут финансировать. И мы с радостью согласились и начали работать. И в итоге получился фильм по его биографии и по его стихам. У него очень много стихов, тут целая книга про войну стихов. И по этим стихам мы сделали фильм художественный. Расскажите, пожалуйста, о вашей команде, с которой вы работали над этой картиной. Наверняка вы работаете уже не первый день, не первый месяц, не первый год. Что вас связывает? Мы этот фильм снимали с 2017 года, то есть 3 года работали. Там были свои причины на это, да. И у нас команда была генеральный продюсер Дмитрий Татаринов, художник Екатерина Шапошникова, сценарий Гела Красильникова, оператор-постановщик Николай Ефремов, режиссер монтажа Вячеслав Ефимов, и там продюсер Василий Борисов, я режиссер. И с этой командой работали, и помогли нам НВК «Саха», «Саха-театр», Кобяйский улус и другие. Они нам очень помогли. И «Саха-фильм» помог. Мы благодарим Дмитрия Шадрина за то, что он нам помогал. Очень много людей помогло нам, и Министерство культуры, и поэтому этот фильм вышел. Не так давно на широкий экран вышел кинофильм «Рядовой Черин» по мотивам рассказов Тимофея Сметанина. А сейчас выходит фильм, посвященный именно этому человеку. И зритель может наверняка подумать, что это было изначально так задумано. Но так ли это, или все-таки это самостоятельные какие-то направления движения, и абсолютно никаких параллелей быть здесь не может? Это никаких параллелей не было. Мы просто снимали свой фильм, а они слышали краешком уха, что снимается Чарин. Мы только радовались этому. Потому что Чарин – это художественный образ, который написал Тимофей Сметанин. А мы снимали про его жизнь. Да? И так совпало случайно, что сначала была премьера Чарина, его персонажа Тимофея Сметанина, а потом наш фильм скоро выйдет, 29 апреля. А вы смотрели «Рядового Черина»? К сожалению, пока нет, но обязательно посмотрю. Потому что будет очень интересна ваша реакция на то, как образ получился в фильме и как все-таки на самом деле выглядел. Да, это будет интересно. Давайте поговорим о якутских фильмах. Они выходят каждый месяц практически. Это, причем, на самом деле здорово. Это радует и зрителей, и кинокритиков, которые высоко ценят творчество наших киномастеров. Скажите, пожалуйста, об особенностях вашего фильма. Почему зритель должен на него прийти и обязательно его посмотреть? Есть ли какие-то новые находки, режиссерские ходы, там, может быть, какая-то изумительная актерская игра, спецэффекты, что-то, какие-то изюминки в вашем фильме присутствуют? По-моему, основной я считаю, что изюминкой можно считать посыл молодежи и своего рода такого передача от предков символического огня. Это традиция, это передача огня, а не поклонению пеплу. Да, такое выражение есть. И наши предки, мой дед тоже воевал, и они передали символический огонь возрождения нашему поколению. А мы берем этот огонь и продолжаем обустраивать счастливую нашу страну, республику. Об этом фильм. В нашем фильме
главный герой скрипач, парень-скрипач, который учится вот на скрипке. И есть такой момент, крест такой есть, православный крест, и этот крест передается от деда Тимофею Сметанину, а потом он этот крест передает, вот у нас два времени в этом фильме, настоящее время и вот прошлое время, время войны. И этот крест попадает от прошлого к настоящему времени. Передается от Тимофея Сметанина вот, к парню-скрипачу. Это своего рода есть такой символ большой. И мы это там хорошо там использовали, показали. И надеюсь, зритель поймет наш посыл к нему. Да, вот. Ну, конечно, это фильм про войну, и там есть тоже экшены, есть там. Да, вот. Ну, зрелища тоже есть. Там стреляют, бегают, там. Это все есть, конечно, но мы основной упор сделали на стихи Тимофея Сметанина. На стихи о том, что вот про проклятие войны, да, вот, и про красоту, гармонию жизни. Ну вот, если честно, вы меня очень сильно заинтриговали, я этот фильм посмотрю обязательно, я вам обещаю. И на самом деле очень символично, что он выходит накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это вообще здорово. Давайте поговорим об актерах. В фильме снимается именитый виртуозный скрипач Олег Уларов. Расскажите, как он попал в этот проект, как вы его смогли убедить, или он сразу сам согласился, или, может быть, даже выступил с инициативой, как актер, как он раскрылся, и есть ли планы у этого человека дальше сниматься в кино? Ну, мы долго искали главного героя, и он должен был быть обязательно музыкантом, который хорошо, виртуозно играет на скрипке, и смотрели несколько ребят. И искали, а потом вдруг вот Станислав Максимович Афанасенко, вот, да, вот, есть вот, педагог высшей школы музыки, и он нам посоветовал вот Олега Уларова. И мы на него вышли и поговорили. У него, по-моему, ну, я заметил, что он хочет вот сниматься в фильмах. И вот он согласился к нашей большой радости и начали работать. И, по-моему, он хорошо вот так естественно сыграл вот своего героя. И он вот держит весь фильм вот так в напряжении. И там есть нотки и романтизма, это все есть. И, конечно, вот скрипка его, да, по всем ценам есть вот тема скрипки. Ну, то есть можно сказать, что ожидания и реальность совпали на 100%. Ну, вполне, да, как вполне мы довольны. А скажите, пожалуйста, кому вы этот фильм посвятили, и, на ваш взгляд, кто его должен обязательно посмотреть в первую очередь? Этот фильм мы уже показали заказчику в Кобяйском Улусе. И вот мне было интересно слышать вот мнение таких и старшеклассников, да, и ребят младших классов, и вот старых людей, да, вот, пожилых людей. И они все сказали, поняли наш посыл, смысл этого фильма о том, что вот у нас есть обязательство, вот, да, мы должны вот строить свою страну, республику, мы должны жить счастливо, гармонично, потому что наши деды, да, пожертвовали своей жизнью, да, вот, на алтарь вот этого, на этой вот возрожденческой жизни, и мы должны обязательно, вот, мы долг должны свой исполнить, сказали вот эти ребята, вот эти пожилые люди в Кобяйском Улусе. Поэтому мы, наверное, вот правильно сделали так, что сняли вот с таким смыслом этот фильм. Ну, то есть больше молодому поколению вы адресуете этот посыл, да? Да, молодому поколению. И сейчас же по-разному же там трактуют вот Великую Победу, да, вот. К сожалению. К сожалению, да. Но этот фильм все расставляет на свои места, вот. Правду говорит этот фильм, правду. Ну, это очень здорово. Да. А давайте поговорим о прокате. 29 числа начинается широкий показ. В каких кинозалах он пройдет, по всей ли республике? И ну, не секрет, что у нас большинство фильмов, выпускаемых в республике, с успехом, скажем так, проходят череду различных кинофестивалей. Планируете ли вы подобное участие в каких-либо таких масштабных мероприятиях? Ну, наш фильм этот послали в международный фестиваль в Чебоксарах. Этот фильм взяли, и результаты выйдут в мае, в конце мая. И мы надеемся, что мы
какую-нибудь премию получим. Ну, а потом уже будет, наверное, дальше по каким-то фестивалям тоже выступать, этот фильм. Ну, посмотрим. Ну а география проката по всей республике фильм будет показан во всех кинозалах, правильно я понимаю? Да. Сначала вот в Якутске, да, в городе, а потом уже по улусам нашей республики будем показывать. Причем по всем, даже самым отдаленным. Да. До всех дойдет. Здорово, отлично. А давайте поговорим о ваших планах. Не секрет, что у многих якутских писателей яркая, но трагичная, к сожалению, судьба. Есть ли у вас мысли и планы взяться за экранизацию биографий других писателей? Может быть, кто-то вам особенно близок? Ну, из писателей хочется у нас большие писатели есть. Вот хочется про олимпиадиста Сафронова снять, да, фильм про его жизнь. Потому что через его жизнь становление республики все есть. Вот даже скоро же столетие нашей республики. Хотелось бы поработать над Платоном Аюнским, да, над жизнью Платона Аюнского. Вот такие фильмы хотелось бы снять, потому что такие фильмы моделируют сознание вообще общества. И поэтому хотелось бы поработать, но это очень требует, конечно, больших финансов. Такие темы, на исторические темы. Такие фильмы на исторические темы. Поэтому, ну, если мы будем работать над этими проектами, то, конечно, надо финансирование хорошее. Потому что кино, искусство, да, требует больших финансов, как и война, да, Больших финансовых жертв. Да. Ну, будем надеяться, все у вас получится. Вы главный режиссер Саха-театра. Давайте об этом тоже затронем немножко. Сложно ли быть театральным режиссером и кинорежиссером одновременно? И, ну, в чем, на ваш взгляд, принципиально большая основная разница? Ну, мы с Дмитрием Татариновым работаем в Саха-театре. И, конечно, основное время туда уходит. Время и силы. И между работой или во время отпуска, да, у нас летом отпуск, мы занимаемся фильмами, да, стараемся так работать. Но нам очень интересно работать в Саха-театре, одно удовольствие, там ставить спектакли, да, А фильмом заниматься тоже очень интересно. И мы пытаемся конечно, найти время и для этого, и как-то гармонично все это расставлять. Ну, еще помимо этого я музыкой занимаюсь, стадионными действиями, ставлю стадионные действия, Исе Холанхо, игры Манчары, и пытаюсь, конечно, все это балансировать, урегулировать, свой график. Ну, очень здорово, если это получается на самом деле. Ну, пока получается. Результат не страдает, самое главное. Ну, да. И давайте в завершении беседы ваши творческие планы на ближайшее время. Ну, мы сейчас в Саха-театре работаем над большой постановкой «Алитет уходит в горы». Сейчас ближайшие планы это ставить спектакли. А пока по фильмам, пока мы в размышлении. Сейчас наш фильм выйдет в прокат, а потом будем уже думать следующий проект. Ну, пока мы в размышлениях. Ну что ж, я желаю вам, безусловно, творческих ваших побед в ближайшее время и всего самого доброго. Спасибо. Руслан Игоревич, благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам тоже спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», но в фильме «Сердце солдата» мы говорили сегодня с режиссером картины Русланом Тараховским. Берегите себя, носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах обязательно. До встречи в эфире.